Каждый год числа сего, как гласит указник, будь то город, аль село, выходи на праздник, непременно все должны быть на проводах зимы. Добрый вечер, уважаемые зрители! На КПК Лайв программа «Студия Быковского 9». На календаре 2 марта. Хотим вам напомнить, что в период с 28 февраля по 6 марта проходит праздничная неделя. Это один из самых древнейших народных праздников. В гостях у нас сегодня человек, который учит студентов Костанайского педагогического колледжа народному ремеслу. Педагог кафедры декоративно-прикладного мастерства Ковбица Алла Николаевна. Встречаем! Алла Николаевна, здравствуйте. Вы уже много лет работаете на кафедре декоративно-прикладного мастерства. Как вы пришли в профессию и почему выбрали это направление в творчестве? Я начну со второй половины вопроса, можно, да? Хочу вам сказать, и ответ-то очень простой. Я не умею ни петь, ни танцевать, поэтому что ж мне оставалось? Наверное, только немножко так рисовать. А потом, меня окружали очень много хороших людей, начиная с моих родителей. Потом уже учителя в школе, педагоги, на каждой ступени. Очень бы хотелось вспомнить своих прекрасных учителей. Это Балковую Ларису Степановну, Шмыгла Анастасию Ивановну. Это вот те люди, которые, наверное, сделали такие вот маленькие-маленькие шажочки. И вот постепенно приходила к этому. Конечно, такую самую главную роль сыграл Никифоров Александр Иванович, чьим именем названа художественная школа у нас в городе, в Кустанае, одна из школ. И это был такой удивительный человек, у нас была такая великолепная атмосфера вот в этой студии изобразительного искусства, что вот бегалась туда с большим удовольствием. Были интересные темы, выставки мы сами оформляли и во Дворце пионеров тогда. И помню, какая гордость была за себя, когда, на мой взгляд, такой еще неуклюжий рисунок, но он находился в витрине детского мира. Это было, знаете, вот что-то. Потом уже было художественное училище, были другие педагоги великолепные. Это и чета Жаворонковых, это и чета Демчик, где Виктория Андреевна была моим классным руководителем. Очень чуткий человек, такой, знаете, очень тактичный, потому что искусству и творчеству, в принципе-то, знаете, сложно учить, понимаете? Нужно уловить какой-то такой вот момент, когда не давлеешь над студентом, а наоборот, как бы его погружаешь, понимаете? И когда ребята откликаются на вот это состояние, это, знаете, это дорогому стоит, очень дорогому стоит. Как вы думаете, в чем актуальность направления декоративно-прикладного искусства для развития будущего специалиста? И какое влияние оказывает данное направление на воспитание эстетического вкуса? Тяга красоты у человека, наверное, с самого детства наблюдается. Да? Вы обращали внимание, что маленькие дети тянутся к красивой, яркой игрушке? Вот это чувство на генетическом уровне, наверное, мы проносим всю свою жизнь. И тянемся к красоте, конечно же. Воспитывать через искусство – это такая очень сложная задача. Но ребята, когда приходят и видят какие-то работы по рисунку, по живописи, по декоративно-прикладному искусству, удивляются, разве это можно сделать?
Оказывается, конечно, можно. Потому что через такие, скажем, некоторые, вначале, может быть, только воспитательные моменты, когда мы воспитываем и усидчивость, и требуем аккуратность в работе, и какой-то такой, знаете, авторский отклик ждем от ребят, чтобы они что-то придумали свое, может быть, вначале на базе не своего, но потом в итоге все-таки они учатся понимать, где хорошо, где не очень, где нужно еще поработать. И вот такая вот кропотливая работа, длительная работа, она все равно дает какие-то результаты, понимаете? Потому что не все становятся великими художниками, а лучше стать мастером, правда же, чем плохим художником. Вот, поэтому я так думаю, что усидчивость и трудолюбие, оно все равно даст свои плоды. А эстетическое воспитание, это вот прямо пропорционально, понимаете? Потому что, занимаясь творчеством, искусством, мы все равно духовно воспитываем. Человек нравственно обогащается, понимаете? И я считаю, что такой человек, именно вот современный педагог, он должен быть таким, понимаете? То есть всесторонне развитым, наверное, где-то даже трудоголиком, понимаете? Потому что сейчас очень много интересных вещей, понимаете? И хочется узнать и это, и об этом почитать, и научиться чему-то. Вот, поэтому это вот такой вот бесконечный процесс и воспитания себя, и рядом обучающихся ребят. Масленица – это древний праздник, который пришел к нам из языческой культуры. Как вы думаете, почему этот праздник спустя очень много веков сохранил свою самобытность? И какие традиции Масленицы вы знаете? Ну, Масленица – это обновление природы, да? Это ее пробуждение. Ну, да мы-то сами очень любим весну, невзирая даже на свой возраст, потому что и женский день весной, и вообще даже воздух другой, да, у природы. Собственно говоря, ничем таким особенным мы не отличаемся, мы точно так же печем блины, чаевничаем. Иногда, когда позволяет это время, с друзьями выезжаем на природу, делаем чучело Масленицы, потом его сжигаем где-то в таком месте, ну, в котором можно это сделать. Кстати, насчет того, что какие я традиции знаю, вот я, например, знаю, что не всегда чучело Масленицы и сжигали. Иногда его сбрасывали в реку, перед этим, скажем так, ну, разрывали какие-то части, да. Иногда, когда Масленицу играл, ну, скажем так, актер, тогда его просто вывозили селяне куда-то на край деревни, да, и как бы, ну, изгоняли. Прогоняли образно, зиму. да. Потому что все соскучились за весной. И хочу сказать, что не всегда и блины-то пекли. Вот иногда пекли булочки, как пекла моя бабушка, моя прабабушка, в виде птичек. В это время прилетают птицы, и вот было принято в таких печах, да, выпекать вот эти вот птички. Я, кстати, сегодня вам принесла их и хочу вас угостить ими. Но угощения нас ждут в конце. А сейчас наша традиция. У нас в программе есть рубрика, которая у нас проводится в честь Года детей в Казахстане. Баланын сурагы прямо сейчас. Это та рубрика, где наши корреспонденты встретились с социальными партнерами колледжа в школах и детских садах города Костанай и узнали, какие вопросы дети задают взрослым. Как уговорить родителей завести котенка? Что такое любовь? Почему глаза зеленые? Куда уехал Цилк? Почему вода мокрая?
теперь мы ждем ваш... Ну, я рекомендовала бы вам вооружиться фломастерами, красками, карандашами, нарисовать разноцветных котов, черных, белых, рыжих, развесить по всей квартире, а потом еще разговаривать с ними. И сердце родителей все равно дрогнет. И вы получите питомца. Желаю удачи! Спасибо вам за ответ. Наверное, этот совет примут для себя еще и студенты, ведь наши студенты тоже многие хотят домашних питомцев. А в нашем эфире специальная рубрика «60 секунд» вместе с Асией Жамаловой. Студия Асия Жамалова. Наш гость Копица Алла Николаевна. Рубрика «60 секунд». Это та рубрика, где у гостя нет времени на размышления. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 10 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. 3, 2, 1, мы начинаем. Собаки какой породы чаще других встречаются с глазами разного цвета? Хаски, по-моему. Верно. Назовите зеленый пигмент, который окрашивает листья. Хлорофилл. Верно. Самая длинная река на планете Земля. Нил. Верно. Театр, по мнению Станиславского, начинается с... Вешалки. Верно. Сколько рогов у 4 коров? Сейчас посчитаю. 8. Верно. В чем выступает на концерте дирижер? Во фраке. Верно. Новобранец на флоте это... Матрос. Неверно. Продолжите фразу. С корабля... На бал. Как называется талия круга? Еще раз вопрос повторите. Как называется талия круга? Центр. Неверно. Сколько стран внутри Соединенного Королевства? Не знаю. На этом у меня все. Общее количество ваших баллов 70. Отличный результат. Ну, не отлично, но хорошо. Пойдет. В нашей программе есть небольшая игра, она называется «Фортепиано», где наши гости узнают мелодии знаменитых хитов. Но в честь праздника мы немного поменяли правила. Я загадаю вам загадки по тематике Масленицы. Вы готовы? Конечно. Первая загадка. Танец этот интересный, исполняют его с песней. Дружно вертится идет наш весенний... Хоровод. Правильно. Загадка номер 2. Что за баба средь двора? Из соломы голова. На одной ноге стоит, печь блины к столу велит. Масленица. Правильно. И загадка номер 3. Без него не обойтись. Форму круглую имеет. Желтый цвет ему присущ. В масленицу руки греет. Ну, блин, конечно же. Правильно. На этом у нас все. Мы благодарим вас за участие в программе «Студия Быковского 9». Разрешите на память в честь нашей встречи вручить вам этот сувенир. Спасибо большое. Спасибо. И в нашей программе есть традиция. Каждый гость на память оставляет свой автограф. Пожалуйста, оставьте нам свой автограф для истории. С удовольствием. Спасибо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Одну минутку можно? Можно. Я сегодня пришла к вам не с пустыми руками. А, точно, Я угощение. испекла птичек весенних. И вот хочу, чтобы сегодня вы обязательно их попробовали. Спасибо вам большое. Увидимся уже совсем скоро. А нам приятного аппетита.